День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня мы расскажем вам о самых интересных событиях и, конечно, людях, с которыми нам удалось встретиться и пообщаться на этой неделе. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы поговорим сегодня. Эпидобстановка в регионе по-прежнему напряженная. Тем не менее, продолжается массовая вакцинация. Жителям региона стали доступны 3 препарата от COVID-19. В республике доступны 3 вакцины. Это вакцина «Спутник», это вакцина, соответственно, «Эпивак», и это новая вакцина Института Чумакова «Ковивак». Программа социально-экономического развития субъектов Дальнего Востока в действии. В Кангаласах строится новый социально значимый объект. В будущем, конечно же, этот поселок получит новое дыхание, связанное и с работой территории опережающего социально-экономического развития, с возможным строительством суперкампуса для среднего профессионального образования на территории Кангаласа. Более 250 километров дорожного полотна будет проложено и отремонтировано в этом году. Отдельное внимание будет уделено транспортной инфраструктуре для участков для многодетных семей. Всего на территории Тулугино-Кильдянского наследия 13 сотов, в том числе для многодетных. И мы очень рады, что наконец-то какая-то инфраструктура появляется для этих участков. Заработала паромная переправа по направлению Даркылах-Нижний Бестях, а тем временем речной флот Якутии обновился 2 пассажирскими скоростными судами нового поколения. Мы подготовили наш теплоход к навигации 2021. Все основные характеристики, заданные в судоремонт, выполнены. Теплоход подготовлен к навигации. Начнем с эпидобстановки в регионе. По данным оперативного штаба Якутии, на 29 мая выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в городе Якутске 60 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 7 случаев, Хангаласский район 5 случаев, Вилюйский и Нерюнгринский районы по 4 случая, в Амгинском, Кобяйском, Момском, Нюрбинском, Оленёкском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах выявлено по 3 случая заболевания. В Нижнеколымском и Сунтарском по 2 случая, по 1 заболевшему в Алданском, Мирнинском и Аймиконском районах. Учитывая сложившуюся ситуацию, в Якутии до 15 июня текущего года включительно продлены ограничительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Согласно указу, будет продлен срок приостановления деятельности ночных клубов, дискотек, караоке-залов и иных аналогичных объектов, развлекательных досуговых заведений, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах и торговых комплексах, а также на аттракционах, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Также до 15 июня 2021 года включительно сохраняются масочный режим и нормы социального дистанцирования. Тем временем еще одна вакцина стала доступна для якутян. Это «Ковивак» от центра Чумакова. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина. Но новая вакцина доставлена в медицинские организации Якутска, Намского и Хангаласского районов. А всего в Якутию поступило 190,5 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции. Более 157 тысяч якутян получили первый компонент. Вторую вакцинацию прошли 108 тысяч человек. В том числе за последние сутки вакцинировались 6315 жителей Якутии. Об особенностях новой вакцины «Ковивак» рассказал руководитель Росздравнадзора России по Якутии Евгений Иннокентьев. Вакцина произведена на основе натурального коронавируса, который прошел определенные процедуры инактивации, и на этой основе получен препарат. Есть некоторые особенности этого препарата. Заключается в том, что теперь дозировка индивидуальная по одной ампуле на пациента. Условия хранения 2,8 градусов тепла. То есть может храниться в холодильнике и термоконтейнере. Вакцину могут получать граждане от 18 до 60 лет. Кроме того, требуется двукратное применение данной вакцины, чтобы создался иммунитет защитный.
Сразу в 5 районах, а именно в Татинском, Вилюйском, Чурапчинском, Момском и Усть-Майском, строятся современные больничные комплексы по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Якутии. Так, например, поликлиника на 200 посещений в смену появится в селе Хитыкюэль Татинского улуса, а в селе Чурапча построят современный больничный комплекс. О новом объекте здравоохранения в поселке Усть-Мая в материале далее. В районном центре поселка Усть-Мая центральная районная больница была построена в 2004 году, но вскоре здание дало трещину и постепенно стало представлять угрозу для жизни медперсонала и пациентов. Больше 10 лет руководство районной и центральной районной больницы на разных уровнях добивалось либо капитального ремонта здания, либо строительства нового комплекса. И только сейчас, благодаря большой работе правительства Минздрава Республики, стала засчитана на федеральном уровне программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы и принято решение о строительстве в Усть-Мае нового больничного комплекса. Больница, правда, у нас не соответствует она всему. Трещины везде. Везде все такое нехорошо. Хотелось бы лучше. Пожалуйста. Несмотря на мобилизацию медицины на борьбу с коронавирусом, первоначальные подготовительные работы, проектирование, государственная экспертиза уже начались. Несколько дней в Усть-Мае работала рабочая группа госзаказчика. Специалисты осмотрели площади будущего объекта, обсуждали в администрации района рабочие вопросы по земельному участку, теплоснабжению, электроснабжению, вопросы по размещению строителей, автотехники, завозу песчано-гравийной смеси и другие рабочие моменты. На данный момент сейчас мы проходим проектные работы. Объемно-планировочные решения уже ясны, сколько этажей и само проектно-сметная документация. До 1 октября мы должны взять государственную экспертизу. Потом уже подготовительная работа. Больничный комплекс рассчитан на 45 коек с поликлиникой на 104 посещения. Каменное трехэтажное здание общей площадью 5000 квадратных метров будет соответствовать всем самым современным технологиям. В больничный комплекс сразу будут входить все структурные подразделения, что создаст удобство для маршрутизации пациентов, для того, чтобы люди не бегали с одного здания в другое. Уже конкурсный отбор у нас прошел под ключ. Проектант у нас проектная фирма ДСА. Они сами же сейчас проектируют, сами же проходят экспертизу и строительно-монтажная работа. У нас запланировано до 2023 года. Медицинские работники и население Усть-Майского района дождались начала строительства больничного комплекса, который примет первых пациентов уже в 2023 году. Остается надеяться, что это сооружение не повторит судьбу своего предшественника – старой больницы. Юрий Таюрский, Тимур Канаев, Анатолий Вако, поселок Усть-Мая. А вот в поселке Кангаласы строится новый социально значимый объект – школа-сад, который даст толчок развитию не только поселка, но и всей территории, включая Тор-Кангаласы. Учреждение строится в рамках программы социально-экономического развития субъектов Дальнего Востока. Более подробно о значимости этого объекта в материале Дмитрия Тымырова. У поселка Кангаласы большое будущее. Преобразования этой территории начались здесь уже сегодня. Школа-сад, который сегодня строится на территории поселка, станет началом всего этого процесса. В рамках программы социально-экономического развития Дальнего Востока строится данный объект. Генеральный подрядчик Кинг-95. Контракт у нас был заключен в декабре 2019 года. Со сроками завершения в декабре 2021 года. Сегодня строительная готовность этого объекта составляет порядка 60%. Уже ведутся строительно-монтажные работы. Прокладывается электричество, вентиляция, наружная канализация и другое. В принципе, вопросов или проблем каких-то по объекту не имеем. Должны в этом году сдать этот объект. И я думаю, объект станет одной из точек роста дальнейшего развития поселка Кангаласы. На строительство этого объекта жители и администрация поселка возлагают большие надежды. Надеются, что с новым зданием школы-сада тут не только увеличится население, но и изменится качество образования детей. Новую школу ждали давно. Мы будем надеяться, что она будет отвечать обязательно стандартам ФГОС новым. И, конечно же, это новые возможности, новое качество образования. Действительно, так и будет. По словам руководства школы, в новом здании школы-сада будут организованы новые кружки, секции и предметы. В новой школе
которая строится совсем рядом со старым зданием, мы планируем открыть новые кружки, такие как сувенирное дело, то есть дети будут производить сувениры из мамонтовой кости на современном оборудовании с числовым программным управлением. Кроме этого, откроем кружки гранильное производство. И хотим акцент сделать на такое направление спортивного кружка, как кикбоксинг. На сегодня у нас почти 30 детей занимается в кружках кикбоксинга и ежегодно занимают призовые места. Чтобы развивать спортивное направление в поселке, будут восстанавливать и реконструировать старое здание Дома культуры «Горняк» под спортивные объекты. Рассмотреть данный вопрос по итогам осмотра строительства школы-сада поручил глава Якутии Айсей Николаев. И вот эту старую школу надо сразу такую точку развития села. Да, проработаем, внесем предложение. Хорошо. В целом поселок ждет большое будущее, ведь здесь рядом также планируют построить суперкампус для студентов СУЗов. В будущем, конечно же, этот поселок получит новое дыхание, связанное и с работой территории опережающего социально-экономического развития, с возможным строительством суперкампуса для среднего профессионального образования на территории Кангалас. Видно, что уже сегодня работы идут по преобразованию поселка, ремонтируются улицы, сносятся аварийные дома. Ну и появление такого нового красивого объекта, конечно же, тоже даст новый импульс социальному развитию Кангалас. А двухэтажное здание общей площадью более 5000 квадратных метров должно принять юных кангаласов уже в следующем году. А это значит, будущее уже рядом. Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Семен Семенов, Якутия. День за днем. В республике тем временем продолжается и реализация нацпроекта «Безопасные некачественные автомобильные дороги». В этом году будет проложено и отремонтировано более 250 километров дорожного полотна. Всего на работы предусмотрено порядка 5 миллиардов рублей. Подробнее на ходе реализации проекта в материале Саргаланы Неустроевой. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Якутии уже 3-й год. Что немаловажно, программа затрагивает трассы не только регионального значения. В этом году на реставрацию и строительство дорог в Якутске и его пригородах выделено порядка 5 миллионов рублей. Определен перечень из 36 объектов общей протяженностью более 48 километров. Это в 2 раза больше прошлогодних показателей. В настоящее время начаты работы на 6 объектах. Один из них – подъездная дорога к кварталу многодетных в селе Тулагина. Годами эти выделенные государством участки для многодетных семей пустовали. По словам владельцев, причина в отсутствии каких-либо коммуникаций, самое главное – дорог. И вот, наконец, начало для застройки кварталов положено. Всего на территории Тулагина-Кильдянского наследия 13 сотов, в том числе для многодетных. И мы очень рады, что наконец-то какая-то инфраструктура появляется для этих участков. Кроме многодетных подъездных дорог к многодетным участкам, еще 4 километра асфальтовой дороги ремонтируется центральная улица, улица Николаева. И тоже очень отрадно. В прошлом году 3 дороги были заасфальтированы. Помимо Тулагина, подъездная дорога к таким же кварталам многодетных семей будет построена и в Табаге. Касательно многодетных семей у нас в этом году 2 объекта. Получается, один в Табаге, другой в Тулагино. Объекты примерно по 2,5 километра имеют протяженность каждый. Стоимость работ составляет 28 и 30 миллионов соответственно. Подрядчиком является ООО «Альянс-Строй-2007». Разумеется, самое главное для дорог – это качество. Уже 2 года при строительстве асфальтобетонного полотна применяется технология, которая уже не раз доказала свою эффективность в непростых климатических условиях нашего региона. Сейчас основание для покрытия готовится из цемента-гранулята, который мы успешно применяем уже 3-й год. И оно себя показало очень положительной стороны. Это прежде всего экономия. Основание лучше, чем традиционные основания. Поэтому я считаю, и заказчики считают, что вот этот эксперимент, который был начат вначале на федеральных дорогах, он успешно применяется в управлении дорогой.
Данную технологию применяют и при строительстве дороги в пригороде Хатасы. Там в рамках нацпроекта будет заасфальтировано более 4 километров. Кроме того, в апреле этого года здесь провели замену водопропускных труб на 2 участках дороги, что обеспечило надежность дорожного полотна. Контракт был подписан в конце марта с подрядной организацией «Рикавтодор». Это наша местная организация. Общая сумма контракта 163 миллионов рублей. Все эти работы они будут выполнены до октября месяца, в октябре месяце. Достижение показателей национального проекта планируется обеспечить за счет капитального ремонта и ремонта дорог, общая протяженность которых составит более 250 километров. Из них 216 по региональным автодорогам, 48 по столице и пригородам. Всего на работы предусмотрено порядка 5 миллиардов рублей. Ну а сейчас небольшая пауза. В продолжении программы расскажем о новых судах на подводных крыльях и каким может стать город Мирный в ближайшее время. Мы продолжаем программу. На этой неделе администрация Ленского бассейна открыла паромную переправу по направлению Даркылах-Нижний Бестях. Однако отмечается, что на реке Лени на участке от Алекминска до Сангар еще наблюдаются остаточные явления и льдины. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Паромы уже готовы к навигации. Также получены все разрешительные документы, но свои коррективы внесла погода. Так, по сообщению Министерства транспорта, ледоход на реке Лени усилился до уровня среднего. Мы подготовили наш теплоход к навигации 2021. Все основные характеристики, заданные в судоремонт, выполнены. Теплоход подготовлен к навигации. Погода у нас немножко сыграла. Образовался затор в районе Покровска, который потихоньку расформировывается, и вот этот лед весь спускается. И дабы не рисковать пассажирами и теплоходами, поэтому мы немножко ждем, взяли паузу. Паромная переправа Даркылах-Нижний Бестях фактически открыта, но паромы пока не могут начать движение из-за остаточных после ледохода явлений. На Даркылахе наблюдается также у причала скопление льдов, поэтому пока паромы базируются, отдельные паромы базируются на территории Ичпорта. В целом на участке Якутск-Нижний Бестях у нас планируется задействовать, создается единая управляющая компания, планируется задействовать 10 паромов на 5 причалах. В пиковые нагрузки будет задействовано до 12 паромов. Еще в прошлом году со стороны Якутска в тестовом режиме был запущен накопитель на 100 машин. А это весной со стороны Нижнего Бестяха подготовлена площадка для накопителя уже на 170 легковых авто и 42 грузовых. Чтобы избежать очередей, транспортные потоки будут разделены. Всю информацию о рейсах можно увидеть в приложении «Умный паром». Здесь есть не только расписание движения паромов, но и информация о тарифах и даже онлайн-карта, на которой можно увидеть, где на данный момент находится тот или иной паром. Благодаря этому можно даже удаленно спланировать свой приезд на переправу, чтобы не тратить время в очередях. Первые паромы на переправе Даркылах-Нижний Бестях начнут движение, как только ледовая обстановка стабилизируется. На участках Махсугалох-Качекацы и Сотинцы-Кангаласы открытие паромных переправ ожидается уже в ближайшие дни. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Якутск. Ну а что касается ситуации на сегодня, то движение судов на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях временно ограничено. Это связано с прохождением ледохода. Регулярные рейсы возобновятся после улучшения судоходной обстановки на реке. Отмечу, что между Якутском и Нижним Бестяхом курсируют 11 паромов. Впервые за 40 лет речной флот Якутии обновился 2 пассажирскими скоростными судами нового поколения «Валдай-45Р». Суда на подводных крыльях дочерним предприятием Ленского объединенного речного пароходства компании «Лена Турфлот». Глава республики Айсан Николаев отметил, что в этом году Алекминский район примет гостей и участников республиканского ГСХ «Аланхон». С учетом начала реконструкции аэропортового комплекса как раз появление этих судов обеспечит комфорт и безопасность передвижения пассажиров. Я очень рад, что эти суда уже у нас современные, соответствуют современным требованиям, которые в том числе пассажиры предъявляют. И, конечно, очень рад, что эти суда у нас в первую очередь выйдут на маршрут Якутск-Алекминск. В этом году у нас в Алекминске проходят и большие республиканские мероприятия. В этом году в Алекминске реконструируется аэропорт. И, конечно, для того, чтобы наши пассажиры, жители Алекминского района
гости его испытали как можно меньше неудобств, вот появление таких судов будет иметь очень большое значение. Также накануне подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Машпромлизинг, Ленским объединенным речным пароходством и Жатайской судоверфью. Машпромлизинг обеспечивает финансирование строительства гражданских грузовых судов на Жатайской судоверфи, которая по завершению строительства доставит их до места базирования. А Ленское пароходство, в свою очередь, по факту получения судов в эксплуатацию, организует их безубыточное оперирование. Срок начала реализации соглашения – 4-й квартал 2021 года. Ну и к другим темам. Летний отдых для детей Ленска обещает быть насыщенным. Его подготовка уже в стадии завершения. С 1 июня заработают пришкольные площадки. С этого же числа начнется трудовая занятость ребят. В середине июня откроется детская база «Алмаз». Подробности далее. Городские школы Ленска и Центр дополнительного образования СРГ с 1 июня организуют для своих учеников на базе школ лагеря дневного пребывания. Не учиться, как обычно, в стенах школ, а отдыхать. Ребята будут 21 день. На день рассчитано трехразовое питание, составлен план мероприятий. Еще один вид занятости детей – это проведение профильных лагерей. В школе номер 4 это будет математическая школа, в 3-й школе это будет художественное направление, в Артанахаре это будет экологическое направление. То есть вот такие разные направления, где ребятишки могут также прийти на день, позаниматься, и пообщаться, и получить какое-то тоже, да, есть питание тоже в профильных лагерях. Как обычно, будут организованы и трудовые бригады на базе станции юных натуралистов и 2 поселковых школ. Привлечь к такой занятости планируется 170 ребят. Из них 150 – это дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Детки будут заниматься у нас озеленением, посадкой, опять же, уборка территории, уход за животными, кормление, чистка клеток – все входит в их должностные обязанности. В этом году трудовые бригады на станции юных натуралистов будут работать 2 сезона. Первый сезон начинается с 3 июня по 26 июня, занимает 21 день, 4-часовой рабочий день у деток. Многие образовательные учреждения запланировали многодневные походы, экологические, ботанические, полевые семинары и многие другие. Таким образом, мы планируем организованным отдыхом именно охватить 1988 детей. Пришкольные участки также, более 600 детей будут работать на пришкольных участках. Самозанятость детей, индивидуальное трудоустройство. И в итоге мы планируем охватить 4288 детей отдыхом вот в этот период 2021 года. Кроме всего вышеперечисленного, начнет свою работу детская оздоровительная база «Алмаз». В лагере большой бассейн, веселые дискотеки, целый день занят и очень провожатый. Там 3-разовое питание, мы ходим на речку. В общем, там очень круто. И думаю, поехать в этом году тоже в лагерь. На летний отдых из бюджета Ленского района выделено 53 миллиона рублей. Прием детей в лагеря дневного пребывания и оздоровительную базу «Алмаз» будет осуществляться при проведении теста на ковид, наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, в том числе об окружении. То же самое касается и всего обслуживающего персонала. Обязательное требование, что работники и персонал должны быть привиты. Они обязательно перед тем, как приступить к работе, проходят анализ на любым способом на наличие коронавирусной инфекции. И требования те, которые у них соблюдаются в течение всего учебного года. Летний отдых для школьников только начнется, но он уже обещает быть ярким, насыщенным и познавательным. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. А вот от активности жителей города Мирного в голосовании зависит, появится ли в городе еще одна развлекательная зона. Остались считанные часы до конца голосования для участия в проекте формирования комфортной городской среды. О ходе голосования и новых возможных объектах благоустройства расскажет Марферина Алексеева. Благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды и активному участию в голосовании горожан в 2018 году была благоустроена площадь возле памятника первооткрывателям алмазных месторождений и создателям городского парка. Также в текущем году начнется строительство зоны отдыха на реке Ирилях.
А сегодня продолжается голосование для того, чтобы в ближайшем будущем расширить и благоустроить парковую зону, построить культурные объекты, спортивные, увеличить развлекательную зону для взрослых и детей. Здесь планируется благоустройство велодорожки с установкой стилистических беседок, а также аллеи, например, молодоженов, ассамблей народов, установка специального такого интересного зеленого амфитеатра с крытой верандой. Второй претендент на благоустройство – это возведение сквера с детской игровой площадкой, цветниками и скульптурной композицией по улице Бабкова. Сейчас мы находимся в микрорайоне Заречный, на пересечении улицы Бабкова и Соболева. Вообще здесь в микрорайоне всего 3 улицы, и, как мы заметили, здесь нет благоустройства вовсе. Поэтому голосование также очень актуально. Здесь планируется построить такую тихую зону, велодорожку и также площадку для скейтбордистов. Ну вот как мы успели заметить, да, что, оказывается, горожане, мирнинцы не очень активно принимают участие в таком голосовании. Скажите, вот на ваш взгляд, от чего так? Ну, к сожалению, таких людей мы встречаем, и меня очень сильно огорчают люди, именно, когда ты встречаешь, ладно, пожилых очень, да, людей, которые отказываются принимать участие в голосовании, но когда отказываются и без каких-либо объяснений, ну, и, допустим, с таким каким-то не очень приятным выражением лица, не с негативом даже, я бы так сказала, то это очень сильно огорчает. В основном это люди возраста, наверное, от 40 до 55. Вот этот возраст почему-то категорически не хочет принимать участие. Мало того, не хотят слышать. А если даже послушать, то начинают, например, спорить там, или еще чего-то. Уже, можно сказать, как будто бы они не верят, что этот проект проходит, что действительно будут выделяться деньги и тому подобное. И вот на сегодняшний день Мирный находится в последних позициях, да, среди голосования? Да, к сожалению, Мирный либо в середине, либо чуть последние позиции занимает. В Мирном, например, люди привыкли, что компания «Алроса» очень хорошие деньги вкладывает в благоустройство города. И то, что сейчас мы просим жителей принять участие в голосовании, это один из таких пунктов федерального проекта «Комфортная городская среда», где жители должны принять участие 20% от населения. Ну вот я хотела бы отметить то, что население Мирнинского района, Мирного точнее, 37 тысяч человек. То есть для того, чтобы голос был зачтен, чтобы осуществить этот проект, нужно набрать около 7 тысяч. На сегодняшний день по подсчетам где-то 3203 человека проголосовало. Проголосовать за благоустройство одного из 2 объектов можно через сайт 14.городсреда.ру, либо подойдя к волонтерам, дежурящим в популярных общественных местах города. Принять участие в голосовании может горожанин старше 14 лет. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.